Эфир нашего телеканала продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. На базе Центра предиктивной медицины и биоинформатики РКБ номер 3 начал работу первый в республике липидный кабинет. Деятельность липидного кабинета направлена на раннее выявление, учет, оценку и распространенности пациентов с наследственными нарушениями липидного обмена в республике. Гость нашей программы сегодня Анна Павлова, врач-кардиолог Центра предиктивной медицины и биоинформатики РКБ номер 3. Анна Владимировна, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала расскажите все-таки, для чего нам нужно знать о своем липидном профиле и какие угрозы таит в себе обнаружение высокого уровня холестерина в крови, например. Липидный профиль, либо липиды крови — это анализ, который принадлежит к биохимическому анализу крови. И определяется 4 вида холестерина. Это общий холестерин, липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой плотности и триглицериды. Каждая фракция холестерина, она отвечает за тот или иной обмен. И очень важно знать свой уровень не только общего холестерина, но и липопротеидов низкой плотности, потому что как раз-таки они отвечают за скорость развития атеросклероза и учитываются при определении риска сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений. Это инфаркты и инсульты. Чем выше уровень липопротеидов низкой плотности, тем раньше и быстрее разовьется атеросклероз. Скажите, а как часто в нашем регионе выявляется такая болезнь, как семейная гиперхолестеринемия? Семейная гиперхолестеринемия — это наследственное заболевание, наследственное нарушение липидного обмена. Распространенность данного заболевания в мире — это около 1 человек на 250 на 200 человек. В России статистики четкой нет, и тем более в нашем регионе. И на основании нашей работы мы сможем сказать, насколько он распространен в нашем регионе, в нашей популяции, чуть позже, по первым результатам. А вообще семейная гиперхолестеринемия — это наследственное заболевание, которое внешне никак не проявляется, и если и человек о нем может узнать только по результатам уровня холестерина, липопротеида низкой плотности, либо как уже свершившийся факт после какой-то сосудистой катастрофы. Это либо инфаркт, либо инсульт атеросклеротического генеза. Вот вы говорите, что внешне распознать эту болезнь весьма сложно. А как это сделать? Как распознать у себя или своих родных эту родную семейную гиперхолестеринемию? Так, это заболевание, как я уже сказала, определяется, его можно заподозрить по уровню холестерина, липопротеидов низкой плотности. Но также имеются другие признаки, например, если в семье, это анамнез, то есть имеются ли в семье случаи ранних сосудистых катастроф. Ранее это мы подразумеваем под собой какие инфаркты и инсульты у мужчин раньше 55 лет, а у женщин раньше 60 лет. И то есть первое — это уровень холестерина, второй — это анамнез. Вот если получилось так, что диагноз, например, установили человеку в юном возрасте, то чем это может помочь, скажем так, в будущем? Вообще семейную гиперхолестеринемию ставят на основании генетического исследования. Сначала пациент попадает к нам, и мы определяем у него признаки вероятности
данного заболевания. У нас есть голландские критерии, и пациент набирает какое-то количество баллов, и можно распределить на возможные, вероятные и определенную семейную гиперхолестеринемию. Если у пациента 6 и более баллов, то есть это вероятная семейная гиперхолестеринемия, то ему показан уже золотой стандарт диагностики, это генетическое исследование. Соответственно, мы проводим исследование пациенту. Если у него определяется этот диагноз, то тогда можно сделать каскадный скрининг, то есть определить генетический анализ, провести членам его семьи. И тут как раз-таки можно выяснить, есть это заболевание у ребенка, либо там у молодого человека до развития сосудистых осложнений. Если мы выявляем в юном возрасте данное заболевание, то начинается лечение. Лечение в первую очередь, конечно же, это изменение образа жизни, характера питания, и обязательно туда добавляется прием холестерин снижающих препаратов. Протоколы лечения разработаны, и это лечение даже начинается в детском возрасте. И чем раньше мы начнем лечение, чем ниже будет уровень плохого холестерина, то есть липопротеидов низкой плотности, тем мы больше можем отсрочить либо предотвратить какие-то вот сосудистые осложнения. Скажите, а существуют ли, может быть, какие-то специальные диеты или отдельно можно назвать какие-то продукты, которые вот этот уровень холестерина в крови, скажем так, могут существенно снизить, помочь организму? Да, это всем известное правильное питание с низким содержанием животных жиров, с повышенным содержанием хороших жиров, то есть омега жиров, меньшее количество легко усвояемых углеводов, большее количество медленно усвояемых углеводов. Обязательно хорошая физическая активность должна быть, борьба с лишним весом. Ну, это все истины, которые, я думаю, все знают. Скажите, пожалуйста, а как можно попасть на прием к врачу липидного кабинета? Какие консультации можно у него получить? Мы разработали критерии, согласно которым любой пациент из республики может попасть к нам в кабинет на консультацию врача-кардиолога. Это первое, это высокий холестерин, то есть это не просто повышенный уровень, это очень высокий холестерин, общий холестерин больше 10, а липопротеиды низкой плотности больше 8,5. Либо, если имеется раннее сосудистое заболевание, то есть инфаркт или инсульт больше, в раннем возрасте, раньше 55 лет у мужчин и ранее 60 лет у женщин с повышенным уровнем холестерина, то есть это общий холестерин больше 7,5, а липопротеиды низкой плотности больше 5. Это второй критерий. Третий критерий — это когда пациенту назначена холестерин снижающая терапия, в течение 3 месяцев нет снижения, нет эффекта лечения в течение 3 месяцев, то есть холестерин не снижается более чем на 30%. И четвертый критерий — это ранний индивидуальный анамнез, то есть это ранние инфаркты и инсульты атеросклеротического генеза, это ранее, чем 40 лет, до 40 лет. Ну и в завершении нашей беседы, наверное, ваши пожелания по, скажем так, ранней диагностике, по своевременному лечению и по правильной реабилитации после вот этих всех неприятных моментов. Главный совет мой: нужно знать свой липидный спектр, липидный профиль и особенно холестерины, липиды, протеинов низкой плотности. Будьте здоровы, не болейте. Анна Владимировна, я присоединяюсь к вашим словам. Желаю всем нашим телезрителям крепкого здоровья, не болейте, естественно. И большое вам спасибо за эту беседу. Напомню, у нас в программе принимала участие Анна Павлова, врач-кардиолог Центра предиктивной медицины и биоинформатики РКБ номер 3. Ну а я с вами прощаюсь. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.